Миллионы людей в Восточном Туркестане по-прежнему содержатся в так называемых учебных тюрьмах Китая, а те, кто не попал в данные учреждения, находятся под строгим надзором. Стало известно, что согласно методу оцифровки или социальной кредитной системе, введенной китайским правительством в Восточном Туркестане, социальный балл уйгуров, состоящих в коммунистической партии, посещающих партийные собрания и поддерживающих общение с китайцами, находится на высоком уровне. Оценки тех же, кто не отвечает этим условиям, как правило, низки, и большинство из них подвергается давлению. В связи с наступлением 21-й недели с начала антиправительственных демонстраций, активисты-демократы из Гонконга сообщили, что готовятся провести протесты в Южной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Протестующие, борющиеся с официальными лицами в Пекине, попытаются усилить демонстрации и увеличить число акций в пользу демократии. Для того, чтобы успокоить общество, в начале недели китайские власти заявили о готовности плана по смене главы особого административного округа Кэрри Лэм. Пресс-атташе пакистанской армии Асиф Гафур заявил, что за последние 8 месяцев на контрольной линии, разделившей Кашмир, было убито 60 индийских солдат. Об этом Гафур сообщил на своей странице в социальной сети, опровергая заявление индийских властей об уничтожении террористов в Пакистане. В связи с 25-й годовщиной принятия Конституции в Таджикистане была объявлена амнистия. Согласно заявлению пресс-службы президента, Имамали Рахман подписал закон об амнистии, который коснется 20 тысяч человек. В рамках принятого закона в течение 2 месяцев будут освобождены 11 200 подозреваемых, обвиняемых, задержанных и заключенных, а срок наказания 8800 человек будет сокращен. Желтые жилеты, протестующие против политики президента Макрона, продолжили свои демонстрации и на этой неделе. Акции желтых жилетов продолжаются 50-ю неделю. Протесты, которые начались в ответ на повышение цен на топливо и плохие экономические условия, а затем переросли в демонстрации против администрации Макрона, продолжаются несмотря на то, что в акциях принимает участие небольшое количество людей.